Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о гибели мужчины во время пожара в квартире дома на проспекте Ибрагимова. У нас до этого полгода назад тоже был пожар. Снизу. Пожарные долго искали пострадавшего среди хлама, которым завалена квартира. Покажем трагедии на воде и расскажем об их причинах. Купайтесь в оборудованных местах и соблюдайте, конечно, простейшие меры безопасности. С начала года утонули 55 человек, из них 8 – дети. А также почти бесплатный хостел на колесах. Аренду закончились и уснем там. Да, а у нас аренда не пожалуйста, что мы ее закончили. Молодые люди из Челнов решили переночевать в каршеринге, предварительно завершив аренду машины. Девочек катали по ночному городу. Вот девчонки поймали. побаловались и уехали, думали, к ним поедем, они вот так поступили. Сон прервали ночные арендаторы. Это и не только. Прямо сейчас. 61-летний мужчина погиб в результате пожара в квартире одного из домов на проспекте Ибрагимова в Казани. Пожарные сначала не могли попасть в квартиру, пришлось срезать входную дверь. Потом искали пострадавшего среди груды мусора, которой завалена трехкомнатная квартира. А когда его нашли, пришлось снимать и другие двери, потому что из-за хлама они просто не открывались и не давали вынести человека. На все это ушло драгоценное время. В результате мужчина скончался в карете скорой помощи. С открытым огнем пожарные справились довольно быстро. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Сложнее было попасть в квартиру. Входную дверь пришлось срезать и среди хлама найти пострадавшего мужчину. Трехкомнатная квартира настолько захламлена, что пройти внутри весьма проблематично. Завалы местами достигают 1,5 метра, а где-то и вовсе до потолка. Межкомнатные двери не открывались, их пришлось снимать, чтобы вытащить пострадавшего на улицу. Мужчину нашли на кухне, там же и был очаг возгорания. Все усилия врачей оказались тщетны. Пострадавший скончался в карете скорой помощи. Соседи отзываются о нем как об интеллигентном человеке. Говорят, любил выпить, но при этом был неконфликтный и не курил. Он уже днем развелся, но его, да, он постоянно тут один жил. Рассказывают, он жил один лет 15. Родственники в других городах, дети, говорил, живут в Штатах. Родных в Казани нет. О том, что таскает в квартиру хлам, не замечали. Я не знаю, может, со временем там понемножку, а так такого не было, чтобы он там таскал. Груды мусора способствовали сильному задымлению в квартире. И чтобы пролить завалы и исключить повторное возгорание, пожарным потребовалось время. Соседи снизу пострадали как раз от этого. Жители признаются, за квартиру только рассчитались с банком, сделали ремонт, и тут такое. У нас до этого полгода назад тоже был пожар. Снизу. И сейчас В итоге капитально залило квартиры на 2-м и 1-м этажах. Их владельцам предстоит дорогостоящий ремонт. Причину возгорания установят пожарные дознаватели. Алсу Ахмедянова, Константин Бушуев. Вызов 112. Балкон загорелся минувшим вечером на 2-м этаже одного из домов на улице Павлова в Казани. Хозяин квартиры в это время был дома, но о случившемся, вероятно, не подозревал, пока ему не сообщили соседи. Запах гари почувствовали жильцы соседних квартир, они вызвали пожарных. До приезда пожарных расчетов люди сами бросились тушить пламя и справились с возгоранием. Площадь пожара составила около 2 квадратных метров. По предварительной версии, огонь мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем или брошенной сверху непотушенной сигареты. Сигарету, наверное, кто-то выбросил. Сильно горело? Нет, так, чуть-чуть. Просто вовремя попали. Скажем так, учуяли вовремя. В Нижнекамске на территории промышленного парка сегодня утром вспыхнул пожар. Как выяснилось, загорелись упакованные для продажи брикеты с утеплителем, сложенные у производственного корпуса. Пожарные за считанные минуты ликвидировали горение. Пострадавших нет. Сейчас устанавливается причина ЧП. За последний год это уже 2-й пожар на территории промпарка Нижнекамск. Год назад здесь вспыхнула кровля здания. В ходе разведки силы и средства работали по номеру 1 БИС. Пожар быстро был локализован. Примерная площадь пожара в районе 100 квадратных метров. Но это не точная площадь. После разбирательства НД будут установлены все детали происшествия, также точная площадь пожара.
30-летняя женщина погибла в воде в Исметовском карьере в Ютазинском районе Татарстана. Ее тело в 8 метрах от берега извлекли очевидцы. По предварительным данным, компания праздновала день рождения знакомого, а погибшая пошла купаться в темное время суток в алкогольном опьянении в запрещенном для купания месте. В Лаишевском районе из пруда в поселке Александровский спасатели извлекли тело 49-летнего мужчины. Он, будучи пьяным, пытался переплыть озеро, но не смог. А на озере Комсомольское в Казани нетрезвую женщину, которая стала уходить под воду, удалось спасти. Во время купания она стала терять сознание. В Мамадышском районе на Каме вблизи села Сотово очевидцы обнаружили тело мужчины. Его извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. Его личность сейчас устанавливается. А в Нижнекамском районе на Каме очевидцы сегодня утром обнаружили тело мужчины. Его личность опознали родственники. Погибший 53-летний житель Нижнекамска, который пропал 3 дня назад во время отдыха у воды. Родственники пропавшего 30 июля мужчины опознали тело, которое нашли сегодня утром в воде Камы. Известно, что погибший мужчина отдыхал в компании на берегу и пропал из виду. Обнаружили его люди, которые сегодня пришли купаться, хотя это место для купания не оборудовано. О том, чтобы не купались в необорудованных местах, а именно купались просто на пляжах. Однако люди игнорируют и купаются в различных озерах, реках, малых реках, там, где купаться запрещено. Там, где нет спасателей, которые могут вовремя оказать помощь тонущему человеку. Там, где не проверено дно. Сейчас выясняются обстоятельства и причины гибели мужчины. Иван Сарафанов, Анастасия Шакирова и Евгений Лызаев. Вызов 112. Всего с начала года на воде в республике погибли 55 человек. 45 из них за лето с начала купального сезона. Основная причина – купания в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, с начала купального сезона у нас погибло 8 детей, 7 из них купались. Поэтому еще раз хотел бы обратить внимание родителей, хотел бы обратить внимание населения. Купайтесь в оборудованных местах и соблюдайте, конечно, простейшие меры безопасности. При купании с детьми самое главное – это контроль за ними, постоянный неусыпный контроль. Если ребенок находится в воде, и родитель должен находиться в воде, на расстоянии вытянутой руки от ребенка. Купаться нужно только в известных водоемах, там, где вы неоднократно купались. Лучше всего, если будет это пляжи или места, где дежурят спасатели. 3 мужчин без признаков сознания обнаружила компания молодых людей в стоящем на улице Петербургской каршеринговом Volkswagen Polo, который они арендовали. 2 парня и 2 девушки гуляли по ночной Казани. Когда собрались ехать домой, нашли рядом автомобиль и никак не ожидали увидеть внутри такой вот сюрприз. При этом деньги у них уже начали списывать, но поехать они никуда не могли. Сами разбираться с обитателями каршеринга молодые люди не стали и вызвали полицию. Мы не стали с ними контактить. Испугались, думали, что может вообще вдруг что-то случилось. Да. Увидеть 3 мужчин без сознания в салоне только что взятого в аренду автомобиля молодые люди никак не ожидали. Рассказали, прогулялись по ночному городу, добраться до дома решили на каршеринге. Машину арендовали, но поехать на ней не смогли. Позвонили в поддержку. Нам сказали 2 выбора: либо закрыть дверь, либо полицию позвать. А закрыть дверь мы не смогли, потому что там была нога. Ну типа он ее специально поставил, либо, видимо. Не знаю, получилось. Прибывшие на место стражи порядка разбудили спящих в автомобиле 3 молодых людей. С документами у них все было в порядке. Они рассказали, что сами приехали в Казань из Челнов. Гуляли, развлекались и знакомились с девушками. Провести ночь предполагали с ними же. Но у дам, видимо, были свои планы. Молодые люди остались одни. Денег на съем квартиры у них не осталось. Поэтому решили переночевать вот таким образом. Аренду закончилась и уснули там. Да, а у нас аренда не прожалась, что мы ее закончили. Гуляли по волнам целую ночь. Мы таксовали. 2 суток гуляем. Девочек катали по ночному городу. Вот девчонки поймали. побаловались и уехали, думали, к ним поедем, они вот так поступили. Вопросов ни у стражей порядка, ни у новых арендаторов автомобиля к ним не было. А что можно предъявить? То, что поспали? Максимум за осмотр документов предъявить. Если Дельмобиль возвратит все деньги. Ну все, у меня уже к ним претензий никак не получится. Сервис по аренде машин успел списать со счета новых арендаторов машины 200 рублей. Правда, эти деньги обещали вернуть. Приезжая компания отправилась думать, где и как провести остаток ночи. А другая компания спустя час после начала аренды на этом же автомобиле поехала по домам. Рамиль Галиуллин, Константин Бушуев. Вызов 112.
Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.